Далее наш эфир продолжит брифинг по лесопожарной обстановке. Узнаем, сколько очагов бушует в лесах Якутии и как идет борьба с огнем. Предлагаем послушать. Сахамин Миланович, Александр Викторович, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о обстановке с пожарами в Якутии. Доброе утро, уважаемые якутяне. Оперативный штаб Республики Саха-Якутия продолжает свою плановую работу. В 8 часов утра мы провели оперативное совещание с главами районов, руководителями КЧС по оперативной обстановке по тушению лесных пожаров. По состоянию на 8 часов мы имеем 69 лесных пожаров на общей площади 599 тысяч га. Продолжаются работы. В Республику Саха-Якутия прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Российской Федерации Агафонов Александр Викторович для оказания практической помощи. Уважаемые жители Республики Якутия, я рад всех поприветствовать. Действительно, в республике проводится очень большая работа по стабилизации лесопожарной обстановки. Сегодня спланирован ряд дополнительных мероприятий именно в этом направлении. Сейчас у нас проинструктирован и обозначены пожары, над которыми будет работать самолет-зондировщик по искусственному вызыванию осадков. Вчера он целый день работал. Результаты очень позитивные. Помимо всего того, что Сахамин Миланович озвучил, сегодня организована оперативная переброска сил и средств тех пожаров, а их 43, которые потушены за истекшие сутки, на новые пожары, которые возникли, их 5, и на усиление группировки, там, где уже по пожарам работают. Значит, работа продолжается, все организовано. На данный момент угроз населенных пунктов нет. Надеюсь, что в ближайшее время совместными усилиями мы достигнем положительных результатов. Вместе с тем, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться и к жителям Саха-Якутии, и к гостям. Уважаемые товарищи, пожалуйста, при нахождении на природе соблюдайте требования пожарной безопасности. Большое спасибо за предоставленную информацию. Такова ситуация в лесах на это утро, а мы идем далее. Сейчас переходим к выпуску новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы. В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодов для посещения заведения общепита. Значит ли это, что эпидобстановка в столице нормализуется? Учителя, отработавшие 5 лет в арктических и северных районах, получили жилищные сертификаты. Какие еще меры господдержки для молодых педагогов работают в регионе? За первые полгода на дорогах региона пострадали более 400 человек, а погибли 22. В эти выходные в Якутии увеличат плотность нарядов ДПС. В Москве и Подмосковье с понедельника отменят систему обязательных QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что ранее введенные меры свою задачу выполнили. Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом снизился в 2 раза. По сообщению Собянина, за последний месяц первым компонентом вакцины «Спутник Ви» в Москве привились более 2 миллионов человек. Также мэр подчеркнул, что отмена обязательных QR-кодов не означает прекращение действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией. Ряд социально значимых объектов и многоквартирных домов ведут в этом году в Намском районе. Возводят их по нацпроектам «Образование, демография, жилье и городская среда». Наш корреспондент Дмитрий Тымыров отправился в пресс-тур по стройплощадкам. В ходе пресс-тура мы посетили 9 сел и 14 объектов, которые сегодня строятся на территории района в рамках национальных проектов, одним из которых является жилье и городская среда. Благодаря ему на территории Намского улуса возводятся 8 многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда. В целом, по программе переселения ветхого аварийного жилья до 2025 года должны построить 29 тысяч квадратных метров. Из них в прошлом году было построено более 3000 квадратных метров. В этом году мы планируем построить более 5000 квадратных метров. Так, в рамках данной программы в селе Партизан возводится первый каменный многоквартирный дом, срок сдачи которого запланирован на 4-й квартал 2022 года. Проект очень хороший, двухэтажный. У нас 9-квартирка будет.
В 5 квартирах уже наши жильцы готовятся переселяться. И в следующем году, думаем, в 2022 году уже где-то в 4 квартале уже выдадим ключи. 5 многоквартирных домов уже в этом году будут сданы в Идейцах, Никольцах, Кысыл-деревне, Намцах и во втором Хамустахе. Между тем, вместе с жилфондом в этом году откроет свои двери и школа на 220 мест в селе Хамагатта. В принципе, работы идут по графику. В этом году, в декабре, планируется ввод объекта. Ну, общая стоимость объекта составляет 347 миллионов, ориентировочно на сегодняшнюю дату. Также планируется полное оснащение объекта мебелью, оборудованием. По нацпроекту «Демография» на территории района строится 3 детских сада в селах Хамагатта, Кысыл-деревня и Хатырык. Срок сдачи Хамагаттинского садика – октябрь этого года. Остальные должны быть сданы в следующем. Однако, по словам главы района, детский сад, который сегодня начали возводить на территории села Кысыл-деревня, еще не вошел в программу «Демография». И они надеются включить его в нацпроект в следующем году. Мы нашли инвестора, ООО «Прогресс», Пенигин Алексей Семенович. Он на свои средства начал строительство этого детского сада. Мы планируем вот этот объект в 2022 году и надеемся, в будущем году этот объект попадет в программу «Нацпроект Демография» и будет финансирование. А в рамках национального проекта «Культура» на территории 2 сел в Намцах и Аппаны тоже полным ходом идут стройки. Дом культуры в Аппаны должны сдать уже в этом году. Его готовность составляет 67%. А вот дворец культуры на 450 мест в Намцах сдадут в эксплуатацию только в следующем году. Тут вообще будут располагаться 6 этих предприятий, которые здесь работают в Намцах. Там ЗАГС, музеи, библиотека, ну и тому подобные вот предприятия, да. Но а так на сегодняшний день вот у нас, конечно, чуть с опозданием идет, но как бы думаем, что нагоним. В целом на территории района строительные работы на всех объектах идут по плану. Все подрядчики уверяют, их объекты будут сданы в сроки. Так что уже в этом году и в следующем в Намском районе ожидается настоящий бум новоселий. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Накануне в Министерстве образования и науки Якутии учителям, отработавшим по программе 5 лет в арктических и северных районах, вручили свидетельство на улучшение жилищных условий. Какие еще меры господдержки для молодых педагогов работают в регионе и сколько учителей получили заветные сертификаты? Об этом Анна Васильева. Суровый климат, непростые бытовые условия. Несмотря на все эти трудности, сегодня молодой педагог Лена Потапенко вспоминает 6 лет работы на Колыме с бесконечным теплом и ни о чем не жалеет. Не сворачивать с пути, добиваться своей цели, потому что все-таки результат стоит всех ожиданий, стоит всех усилий, стоит всех нервов. И я думаю, что это только к лучшему. В этом году по данной госпрограмме жилищные сертификаты получили сразу 25 учителей Якутии. Программа, призванная обеспечить молодых специалистов качественным жильем, это не только благоустройство самих педагогов и возможность укомплектовать кадрами отдаленные школы. Самое главное, благодаря ей дети из маленьких сел получают качественные знания. В течение 5 лет было гарантировано, что дети в маленьких классах, в основном это малокомплектные школы, имели гарантию каждое утро учебного дня видеть учителя, который на постоянной основе у них работает. Не совместитель, а именно профильный учитель, который приехал и стабильно у них работал. Программа начала работать еще в 2006 году, но в 2017 была приостановлена. А с прошлого года, когда по инициативе президента страны Владимира Путина добавился федеральный проект «Земский учитель», который практически повторяет якутский опыт, ее возобновили. Плюс была создана еще одна республиканская мера поддержки – «Учитель Арктики». Вместе же они – это дополнительные места и квоты для выпускников педагогических вузов, а также повышение качества образования в республике. И сейчас мы имеем возможность от 30 до 40 новых участников в этом году отобрать. Увидим, кто подойдет, потому что это все-таки качественный отбор, это условия, которые мы здесь оговариваем. И, конечно, мы считаем, что эта мера поддержки, она нужна,
нужна школам, нужна детям, нужна нашей системе образования. Меры поддержки действительно нужны. Для молодых учителей это возможность получить собственное жилье, бесценный опыт, поделиться знаниями. А подчас Север настолько меняет взгляды и даже судьбы людей, что вдохновляет буквально на подвиги. Так педагог Лена Потапенко, проникшись жизнью на Колыме, теперь думает начать общественную работу, чтобы облегчить жизнь северян. Дальше идти работать где-нибудь в другой школе или, может быть, просто помогать нашему обществу, потому что меня очень волнуют социальные вопросы таких населений в условиях Арктики. Анна Васильева, Екатерина Мосова, Семен Семенов, Якутск. В эти выходные на дорогах Якутии увеличат плотность нарядов дорожно-постовой службы. Сотрудники ГИБДД встанут на выездах и въездах в населенные пункты, проведут массовые проверки и специальные операции. Во время рейдов инспекторы будут выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. Внимание уделят и профилактике нарушений правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта. Пройдут досмотры на выявление незаконной перевозки огнестрельного оружия, а также предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте. Мирнинцы смогут гулять по скверу учителей. Новую зону отдыха городские власти планируют обустроить на улице Аюнского, на месте снесенного многоквартирного дома. Рядом находится 12-я школа. Обустроить пустующее пространство предложили в администрации Мирнинского района. Архитекторы алмазной столицы сейчас разрабатывают эскиз, в мэрии готовят эскизное предложение. А в Якутске уже завершилось благоустройство озера Талое. Накануне обсудили дальнейшее содержание, эксплуатацию и социокультурное наполнение. Полностью обновили мост, построили беговые и пешеходные дорожки вокруг озера. Также появился амфитеатр. Обновленное общественное пространство увидел Александр Нестер. Я всегда благодарю тем, которые это сделали, еще тут убирают. Очень нравится. Очень красиво стало и интересные архитектурные идеи. Например, вот эти вот высокие скамейки, такого я раньше нигде не видел. Именно такой реакции добивались создатели данного проекта. Еще в далеком 2014 году, когда главный архитектор республики Ирина Алексеева обсуждала с жителями столицы возможность реализовать проект зоны отдыха городского канала на Талом озере. Сегодня территория, во-первых, очень функциональна. Мы полностью сохранили всю эту зеленую зону. Вот если жители помнят, там был раньше армянский сквер. Вот. Можно сейчас посмотреть, там зона оборудована современными малыми архитектурными формами. Мы привезли оборудование не местного производства, поставили. То есть мы показываем сегодня городу пример того, как должны быть, на каком уровне должны быть изготовлены те же лавочки, урны. Если обратите внимание, они совершенно другого характера, другого качества. Отличается не только качество, но и дизайн. Впервые пространство в Якутске полностью оформлено в модном стиле лофт. Было много работы проделано. В принципе, все Талое озеро преобразилось в данном случае. Были окольцованы, получается. С левой стороны у нас не было суши. Сейчас у нас пешеходная дорожка полностью со скамейками, с габионами. И вот входная поменялась, новую поставили, вышку, получается, с освещениями. Для молодежи и так далее, вот амфитеатр. Также была сделана площадка для лодочника у воды, получается. И смотровые 3 штуки. Там и мост у нас маленький построен. Ну, как видите, сплошняком можно спокойно гулять. Также на территории озера появились 2 площадки, специально для предпринимателей Якутска, чтобы они могли здесь развивать свой бизнес, но при этом к ним также будут предъявляться свои требования, самое главное из которых – наличие свежей идеи и современный подход. Есть многие сообщества современных предпринимателей, которые хотят вкладываться в подобные проекты. Да? Они, на мой взгляд, все-таки не очевидны, и со стороны понимания, наверное, бизнеса, они авантюрные даже, да, в каких-то местах. И тем не менее они есть, и с ними надо работать. С ними надо работать, их надо поддерживать, их надо очень сильно, мне кажется, даже подпитывать чем-то для того, чтобы они рождали вот какие-то новые прекрасные проекты, в том числе и бизнес-проекты, успешные. Да? Ведь только в таком тесном сотрудничестве можно развивать и продвигать подобные масштабные проекты и претворять в жизнь даже самые смелые идеи. Александр Нестеров, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.